Мы больше по фэнтези. Что-то необычного уже... Ну вот, скейтеры это необычно для нас. Мы работаем, чтобы всех победить. Мы собрали на Кикстартере, то есть это как большой предзаказ. Некоторые модели там Марвела. Да и тоже такая милая армия, что против них не хочется воевать. Да, интересное сравнение. Может, сейчас расцвет настольных игр вообще в мире. Есть такой сайт Kickstarter. Место, это краудфандинговая площадка, где если есть какая-то хорошая идея, ты можешь попросить людей поддержать ее. Если они соберут определенную сумму, то проект запускается. То есть если вот там придумали книгу, говорите, вот я напишу книгу, мне надо там, чтобы ее издать, 10 тысяч долларов. Давайте все соберемся. Я там нашел эти фигурки, смотрю, что продают. Проект собрал $1 миллион. Потом вспомнил, что у меня брат, вот младший брат Риф, он все детство лепил все из пластилина. То есть ему не нужны были игрушки. Я ему говорю, ты же можешь такое сделать? Он говорит, давай попробуем. И эта идея чуть-чуть там еще пожила с нами. Я ушел, я работал в IT-индустрии и решил ее, ну, чуть там изменить, поменять карьеру. У меня были какие-то сбережения и идея попробовать этот бизнес. То есть, и мы начали делать как? Я просто на очень плохом английском писал, создал группу. Говорю, вот мы делаем. Людям понравилась идея, в которую мы попали. То есть, типа, в нишу, которую хотели сделать. Подготовили проект и за первые полгода сделали, ну, какую-то аудиторию собрали. Надо собирать просто людей на соцсетях. То есть ты собираешь людей в соцсетях. Если делаешь что-то, что попадает в человека и делаешь это достаточно хорошо, то тогда есть вероятность успеха. Если мы соберем там 500 человек, то где-то 10% нас поддержит. Это значит, мы соберем около там 5000 долларов. Это хватит, чтобы отбить затраты на проект. Получается игра, которая существует сама по себе. Она называется Blood Bowl. Во вселенной Warhammer. Мы делали альтернативную команду. Ну, то есть, типа, не официальная, а то, что, типа, как фанаты могут сделать. То есть там есть команда орков. Мы придумали, я тогда увлекался полинезийской культурой, то есть и решил, а что если эти орки будут как маори, то есть как маори-орки. Идея людям понравилась, то есть типа это необычная была идея, что это орки, которые типа вот в полинезийском стиле сделаны, где вот мы там танец хаку пародируем, где они гримасничают и прочее. Вот, и попала эта идея, и нас пригласил, меня даже включили в группу Новой Зеландии, которая занимается, ну, бладболом, там, комьюнити бладбола в Новой Зеландии. Они сказали, откуда ты знаешь про маори, ну, и мы там использовали некоторые маорийские слова. Я сказал, я увлекаюсь культурой, вот, и там мы нашли первых там таких людей, которым заинтересовались проектом. Это вот первый проект, мы собрали 15 тысяч евро. Это было, ну, большой, ну, на самом деле это был самый большой там для первого проекта результат в этой нише. То есть мы нашли большого заказчика, ну, то есть первый проект был успешен, было понятно, что надо еще один проект. Первые 2 года были самые сложные, то есть когда еще не было большого количества клиентов и нас, ну, не так хорошо знали, тогда были проблемы, потому что команда уже работала. Были кассовые разрывы, было всякое. То есть надо было занимать деньги, брать кредиты. Я пытался получить даже кредит. В банках мне его, естественно, не дали. Вот. Но там было хорошее то, что мы нашли заказчиков, которые... То есть мы не только эти фигурки продаем, да, клиентам. То есть это был другой вид бизнеса, который мы открыли. Мы работали B2B, то есть бизнес-to-бизнес. Для западных компаний. То есть многим западным компаниям нужны фигурки в их настольных играх, потому что сейчас расцвет настольных игр вообще в мире, если вы не знали. Вот. И настольная игра сама по себе это механика, но если там есть фигурки, то это большее вовлечение, и людям это намного интереснее. В основном наши покупатели это там мужчины белые там из США, Англии и Испании, то есть Великобритания, Испания, вот 3 главные страны. Они покупают это и потом по выходным собираются в гаражах, делают турниры и играют. Это по факту, это как шахматы. То есть сейчас мы все делаем на компьютерах, то есть типа это на планшетах рисует художник, 3D-скульптор, он рисует модель, и эту модель мы отправляем заказчику.
заказчик уже сам отправляет его на завод в Китае и производит уже там в Китае. То есть в основном все настольные игры, они в Китае собираются, там отпечатывается картон, там отпечатываются все коробки и фигурки тоже. Вот, мы были в этом звене, то есть вот этими ребятами, которые делали модель. То есть то, что мы делаем, это для фанатов фигурок, которые, это типа те, кто любят условно варгеймы, те, кто, ну, их надо собирать, их надо красить, ну, типа, многие их красят, почти все. А для настольных игр это не так важно. То есть эту настольную игру можешь купить... То есть там просто фигурка сама? Да, любой человек, он не хочет ничего собирать. То есть там она уже собранная и готовая, она маленькая. Там она качеством похуже, но человеку, который любит настольные игры, в принципе, этого достаточно. Получается, делаются формы под определенную миньку, миниатюру. Давайте я... Их сначала режут. Видите, они порезаны. Вот. Они полностью прорезаны. Вот. И потом он приносит сюда, и человек потом, получается, смешивает пластик, ну вот это А-компонент и с Б-компонентом. Добавляет краситель черный, вот, ну видите, черный такой. И заливается, получается, сюда. Отсюда высасывается воздух, получается, ну, это включается, высасывается воздух. Получается, в формах есть пузыри, и оттуда пузыри уходят. Потом это все выключает, и, если надо, доливает и ставит уже под давление. Сейчас у нас, допустим, вот сравнивая, вот что было 2 года назад, слишком много даже заказов, мы от многих отказываемся. Потому что нам сейчас, на данном этапе, выгоднее делать свои проекты. То есть, если мы делаем вот модельки для себя, чтобы их продавать клиенту, ну, вот отливать, отправлять клиентам, по факту это выгоднее, чем выполнять подряд как бы работу для западных компаний. Но мы от них полностью не отказались, у нас есть и то, и это, у нас все объединилось. Потом они застывают в течение получаса, получается. Поддон с формами отдает уже ребятам, они уже там разбирают. Можете посмотреть. Это черлидер, видите, у него как у американского этот палец вверх. И он голову держит еще. То в будущем это будет выгоднее именно делать что-то для своей настольной игры. То есть у нас есть вот свои настольные игры, которые мы сейчас делаем. А это рабочее название игры пока что «Клинки и лапы». Настольная игра про канитавров. То есть канитавры — это вот существа, которые придумал Никита Орлов. Их многие могли видеть в интернете. Лабрадор. Вот. Против них будут воевать вот такие милые лисички. Да и тоже такая милая армия, что против них не хочется воевать. Да. И коты, вот последние коты. То есть это восточные расы котов, которые, ну, то есть у каждой фракции будут свои там возможности. Игра выйдет, скорее всего, в следующем году. Мы уже сделали механику, готово. Ну, вот арт почти что готов. Здесь мы нашли в настольном клубе, есть тут настольный клуб «Огненный шар». Там ребята увлекаются настолками. И есть такой, как бы, как сказать, гений. Либо, ну, то есть человек, который настолько сильно увлечен, что он всегда хотел сделать свою настольную игру. И мы тут сошлись, потому что мы делаем миниатюры, и у нас есть связи, деньги, там, сделать эту настольную игру. Художником у нас является Никита Орлов, он живет в Окленде, то есть он русскоязычный художник, который работает в геймдеве, и это его фанатский был проект, эти канитавры. Но мы его смогли монетизировать. То есть во втором нашем кикстартере мы собрали $50 000 вместе с этими фигурками канитавров. То есть он получил свой там роялти, и сейчас мы делаем настольную игру по этой типа интеллектуальной собственности, которую мы развиваем, вот канитавры, филитавры. В будущем мы планируем продолжить. Еще делать. Да, потому что есть возможности, есть вот фигурки, которые мы можем делать. То, что мы разрабатываем, то, что предполагает дорогую коробку. То есть, если там много фигурок, то коробка будет около там 10 000 рублей стоить, 7 000 рублей. В России такие игры уже покупают, то есть есть уже аудитория, которая готова купить. Вот. Но надо ориентироваться на Западе. Если она станет популярна на Западе, то и в России будет популярна, потому что основной рынок, он англоязычный.
в нашей именно нише, в которой мы работаем, основная это альтернатива для бладбольных команд, есть один крупный конкурент итальянский, то есть это итальянская студия. Скоро мы будем делать модели, это скейтеров, то есть настольная игра про скейтеров. То есть обычно у нас всяких заказывают там магов, там рыцарей и прочее. Это уже обычная наша фэнтези стилистика. Вот, это что-то новенькое будет. Из необычного, вот последний заказ от компании Cosmodrome Games, крутая компания российская. Она делает настольную игру про, так, я не уверен, тут можно сказать, про жопу, в общем. Они делают настольную игру, и они попросили сделать 3D-модель ягодицы. То есть мы победили их вот в последнем нашем проекте. Мы собрали $205 тысяч. То есть это рекорд в этой, в этой нише. Ребята сейчас вот они готовятся к ударной паре, потому что в это время у них очень много работы.